В далеком 1925 году одну из первых радиостанций в Якутии решено было построить в Томмоте. В сентябре отряд экспедиции под руководством Ивана Папанина, это потом он станет известным исследователем Арктики, отправился из Москвы в далекую Якутию. Почему именно здесь было принято правительством Якутии построить эту первую радиостанцию? Началась добыча золота, был организован трест «Алдан золото». Все здания и руководство было именно здесь у нас в Томмоте. Для молодого руководителя экспедиции Ивана Папанина и инженера-радиотехника Петра Острякова возведение в далекой глухой тайге радиостанции стало вызовом и прежде всего самим себе. Ведь предстояло доставить за 1000 километров и наладить оборудование, построить котельную, а для этого еще найти и привезти огромный котел. С помощью Амосова Максима Кировича, этот котел нашли в Новониколаевске, ныне Новосибирск. И этот котел был доставлен по линии до Якутска, а дальше эту махину нужно было доставить до Томмота. И помог непосредственно, вновь здесь пришел на помощь Амосов Максим Кирович. Котел был доставлен, котельная заработала, и как раз теперь уже непосредственно приехал и Петр Алексеевич Остряков. Осенью 1926 года радиостанция и передающая радиосигнал мачта были построены. Правда, доподлинно, где же располагалась эта радиомачта, сегодня не помнят даже старожилы Томмота. Но есть официальные документы, основываясь на которых можно предположить, что эта мачта располагалась вот примерно здесь, в устье реки Укуланки. Тогда, понимая важность промышленного освоения Алданского округа и оперативной связи с центром, был заключен договор между молодой Якутской республикой и руководством страны. Долгое время само здание радиостанции находилось в одном из первых домов в Томмоте на переулке Связи, откуда велось вещание местного радио вплоть до его закрытия в 90-е годы. В этом доме именно, глубокий был подвал, где находилось все оборудование, двигатели вот эти, которые, а в самом здании непосредственно оборудование по радиофикации и радиовещанию. Сегодня уже никто не помнит, куда потом вывезли все оборудование, и сейчас в этом здании находятся жилые квартиры. И вряд ли его жители наслышаны о славной истории появления радио в Якутии. Однако, несмотря на многолетний перерыв, радио в Томмоте совсем недавно возродилось, хотя и в несколько ином формате. Местное интернет-радио «Магистраль» начало свое вещание в декабре прошлого года. Когда я учился в школе, был творческая информационно-производственная корпорация РЛ, где я, в принципе, пристрастился к эфиру. И сейчас, когда ничего у нас здесь местного, никакого средства массовой информации нет, оно необходимо, чтобы у людей было единое информационно-развлекательное поле. Возрожденное радио полюбилось томмотцам, и сегодня его слушают люди разных возрастов. В эфире Томмотского радио, как и на любой другой радиостанции, новости, музыка, развлекательные, познавательные программы, реклама. В эфире мы всегда говорим: дорогие друзья, здравствуйте, в эфире радиостанция «Магистраль». Нам по пути. И чтобы попутчиков было еще больше, создатели планируют в будущем получить лицензию и вещать уже на радиоволнах, продолжая дело самых первых его зачинателей. Туяра Филиппова, Семен Семенов, Томмот, Алданский район.